Здравствуйте, меня зовут Эдвард Сабиров. Я занимаюсь трейдингом уже почти 11 лет. В основном я торгую только нефть и чуть-чуть РТС. Работаю на чикагских биржах и на московской бирже. Представься, что... Всем здравствуйте. Так, слышно? Слышно. Меня зовут Альберт. Я в трейдинге уже довольно-таки давно, почти 8 лет. Вот. Я работаю на Форексе и на московской бирже. Так, теперь у меня такой вопрос к залу. Кто-нибудь знает, что такое трейдинг вообще? Связан с этим? Ага, ладно, хорошо. Кто где торгует? И сколько лет? 2008 года на фондовом, на Форексе. На Форексе. Но сейчас не практикую, уже давно, в принципе. А почему? Понимаю. Ну, скажем так, то, что я юрист по образованию, у меня там были просто немножко там, ну, как бы занятость, да, была, а здесь все-таки нужно постоянно сидеть. Так или иначе, то есть у меня не получается утром поставить, там вечером, ну, как бы проверить, да, то есть там я все-таки на коротких дистанциях. Там, ну, я не Ну да, использую, здесь там, я да, согласен с четырех, вами. там, дневку, там. У кого-то получается, у меня нет. Я больше пипсую. Ладно, хорошо, спасибо. Да. Булат, я трейдингом занимаюсь давно на фондовой бирже. Так, еще и интересная идея, которая в позиционной торговле можно что-то поднять. Ну, то есть, грубо говоря, позиции, чтобы зайти, как инвестировать и ждать там какое-то время, да? Да. Ну ладно. Так, ладно, для всех остальных людей мы приготовили небольшую презентацию с терминами и объяснениями. Начнем с того, что есть несколько видов рынков. Валютный Форекс, фондовые биржи и MOEX. Это московская биржа. По валютной бирже я, скорее всего, передам слово Альберту, потому что он в этом специалист. Я все-таки больше по московской бирже и чикагской. Валютная биржа Форекс, в нее входит не только как бы там валютные пары, но также сырье, металлы. Вот. И в основном это как бы, ну как здесь написано, то, что это торговля на межбанковском рынке. То есть, вот. Там нет как бы определенной валюты, то есть евро просто. Соотношение, то есть евро-рубль, евро-доллар. Евро-рубль, он как бы не особо ликвидный, потому что в основном евро-рубль, он торгуется именно на форте, то есть на срочном рынке. Это московская биржа. Вот. Также туда входят высоковолатильные как бы инструменты. Это золото, платина, серебро, что еще? Евро-доллар, фунт-доллар. То есть вот такие вот валютные пары и металлы. Вот, ну, самые основные как бы инструменты, на которых, ну, как бы рекомендуется торговать. Потому что если торговать на какой-нибудь валюте наподобие евро, африканский, как бы там рупий или еще что-то, особо не заработаешь. Но есть в Форексе такая вещь, то, что на нем можно как бы много заработать, потому что на Форексе в основном работают именно с плечами. Вот. И депозиты, конечно же, они минимальны. Вот. То есть в среднем как бы депозиты от $200. Но есть одно но. При выборе брокера надо учитывать именно регуляцию его. Потому что есть брокеры, которые именно зарегистрированы в офшоре, их называют кухнями. Очень много кухонь, как бы, ну почему кухня? Потому что они график готовят как хотят. Они рисуют график, то есть постоянные проскальзывания, еще что-то, да? Это ну, ты сейчас термины уже начал Да, объяснять. Это пока непонятно, но это мы как бы перейдем. Вот. При выборе брокера нужно как бы вот учитывать вот этот момент, то есть регуляцию. Прочитать все это можно, там также и написано, что регулируется, как регулируется и какие обязательства они несут перед теми людьми, которые торгуют. Вот. Дальше фондовые биржи и MOEX я также передаю слово своему. Фондовые биржи. На фондовых биржах в основном как бы торгуются акции, облигации, и любой человек, то есть без квалификации, может спокойно зарегистрироваться и торговать этим всем, если, конечно, у него есть хоть какие-то малейшие познания. Дальше, про MOEX. Это московская биржа, то есть это торгуется только у нас в России. Торгуются фьючерсы, опционы, акции, облигации, но торгуются с минимальной комиссией по сравнению, допустим, с какими-нибудь американскими там биржами. Здесь все понятно? Ничего не понятно, да? Ну ладно. Давайте перейдем к терминам рынка. Кто такой брокер вообще? Разберем немножко. Это посредник между трейдером и рынком, который поставляет торговые котировки. Что такое торговые котировки? Это примерно вот...
Сейчас я покажу. Вот. То есть торговые котировки — это цены на данный момент на определенную какую-то бумагу. То есть здесь у нас показан график евро-доллар. За то, чтобы получать вот эти свечи, бары, мы платим брокеру. То есть он за это забирает свою комиссию. Ну, вот, в принципе, это было объяснено. Спред. Ну, это самый часто как бы задаваемый вопрос. Это разница между ценой брокера и фактической ценой. Обычно спреды у нас на Форексе очень часто как бы присутствуют. Вот. За счет этого брокер хорошо зарабатывает. Ну и по поводу Форекса могу вам сказать одно. Как бы все начинают с Форекса. То есть изначально там закинули там, $200. Интересно же. Давайте я попробую. Проигрывают, потом еще раз. Потом, может, это зарабатывают, если хоть чуть-чуть начали понимать. Комиссия. Что такое комиссия? Комиссия — это премия брокеру и бирже за выставленные и закрытые сделки. Вопросы? Нет пока что? Стоп. Стоп-заявка. Это защита нашей позиции. То есть заходим в сделку, выставляем стоп-заявку. Стоп-заявка рассчитывается от каждого человека по-своему. То есть сколько он готов потерять с этой сделки. Риск. Все правильно. Take profit. То же самое, как бы заявка выставляется на то, что ты хочешь заработать от этой сделки. Ордер. Ну, ордер — это сама заявка, то есть вы в терминале выставляете заявку, и как бы брокер ее исполняет. Тренды. Существует как бы два тренда. Это медвежий и бычий тренд. Ну, так называемый, наверх и вниз. И, ну, наверное, самое главное — это таймфрейм. Потому что сейчас будет очень много терминологии, связанной с таймфреймом. Поэтому я вам объясню, что это. Это временной промежуток времени. То есть бывает дневка, часовик, месячник там, и так далее. Да? Также годовой. Это то, что торгует брокер сам. Ой, трейдер, брокер. Так, ну, определение тренда — это, наверное, ты сейчас у нас подскажешь. Да. Также еще хотел добавить по Форексу, то что в чем разница Форекса и московской биржи или вообще какой-либо другой биржи, именно официальной, то есть чикагской или еще какой, да? Разница в том, то, что если на московской бирже цена за бумагу либо за валюту может упасть на 0, и тогда она обесценится, то на Форексе нуля нету. Вот. И то есть она никак не может обесцениться. То есть Форекс торгуется постоянно, потому что это, ну, разница, то есть валюта. Вот, по определению тренда. Что же такое тренд? Итак, тренды бывают двух видов. Бычий и медвежий. Почему бычий? Потому что, как бы, ну, тут такая терминология, как бы такое понятие, то, что бык всегда, он подбрасывает наверх рогами, а медведь, он всегда чаще всего бьет лапой и ударит, то есть давит вниз, в землю. Вот поэтому и такая терминология. То есть, соответственно, бычий — это наверх, медвежий — Давай это вниз. примерно покажем. То есть вот у нас идет цена вниз, это у нас медвежий тренд. Здесь вот цена шла наверх, это бычий тренд. Ну, так называемый. Вот. Извини, что перебил. Вот. Их, ну, как бы ассоциации, как бы я как бы вам уже рассказал, в чем ассоциация. Вот. И также, ну, как определять, то есть тренд-up, тренд-down, любую программу, то есть любую платформу, где поставляются котировки, это, ну, то есть лучше как бы посмотреть, сейчас очень много программ, это TradingView, Investing.com, и еще как бы очень много там SB Pro, в которых можно смотреть котировки бесплатно, то есть можно смотреть, куда идет тренд, даже если вы как бы не торгуете, а просто посмотреть, если вы хотите купить валюту. Вот, можете увидеть там. То есть если все поднимается наверх, соответственно, это уже у нас бычий. Если все падает вниз, это, ну, более легкая терминология, потому что если я начну термины говорить, вся аудитория просто, ну, как бы не поймет. Заснет. Вот, да, потому что это очень долго. Так, перейдем, наверное, к следующему слайду. Вот. Теперь именно входит как раз терминология таймфреймов. Лучше открывать самый как бы старший таймфрейм, это дневка. Лучше работать на дневке, потому что на месячном это очень огромный период. Это уже для позиционной торговли. Для тех людей, которые хотят... Но нет, не соглашусь, дневка тоже для позиционной торговли, она больше подходит, в принципе. Если собираться торговать интрадей внутри дня, то есть зашел в сделку там и
планируешь ее закрыть через час, через два, то открываем, допустим, часовой таймфрейм и начинаем на нем работать. Что же касается как бы уже более длительных позиций, то тогда уже там идут недельки, месячники, потому что вот к нам приходили трейдеры, они говорят, то, что мы в год совершаем 2 сделки. Ну и все на этом как бы. Для нас это странно, потому что это невозможно как бы 5% в день зарабатывать именно. Да-да, вопрос. Можно пояснить по-русски, что такое часовой таймфрейм, дневной? Таймфрейм. Таймфрейм. Секунду, я это продемонстрирую. Вот перед вами, допустим, дневной таймфрейм. Таймфрейм — это промежуток времени, то есть это вот 1 бар, это равно 1 день. То есть он показывает именно дневки. То есть по дневке тенденции мы смотрим, отслеживаем, что, где, как происходит. Вот здесь вот был прям хороший медвежий тренд. Вот. Дальше, вот часовой. Часовой — это, естественно, в течение дня то, что как бы проходит во время торгов. 1 бар равно 1 час. То есть я правильно понимаю? Это интервал времени. Вы анализируете, например, часовой так называемый график, можете поставить заявку, в течение часа ее продать. Не обязательно то, что она в течение часа. Просто вот смотрите, допустим, мой анализ происходит каким образом? Я открываю часовик, потому что я работаю внутри дня, и примерно очерчиваю зоны, где я буду заходить и где я буду выходить из этой сделки. Но, опять-таки же, уточняю, я всегда на меньшем таймфрейме. То есть я определяю, куда пойдет рынок на часовике. Под микроскопом. Да, совершенно верно. Потом я перехожу на 15-минутку и определяю, где именно это будет мой вход. И я смотрю, я наблюдаю, и примерно вот я знаю то, что вот здесь вот должен быть там мой вход, и я вхожу в это время. Эдвард, я правильно понимаю, что у вас разные стратегии, то есть если вы говорите месячник, то есть у вас так называемые сделки, где вы в течение месяца, то есть ставите заявку некую, и в течение месяца она у вас реализуется. Совершенно верно, у нас есть позиционные сделки, есть сделки интрадей. То есть депозиты мы... Длинные и короткие позиции. Ну, то есть какие-то длинные позиции, они могут месяц идти, какие-то могут 2 месяца идти, там, да? Но с них мы хорошо заработаем. А с тех, которые интрадей, мы зарабатываем ежедневно, но зарабатываем на общую сумму как бы. Спасибо. Еще вопросы есть, нет, по поводу таймфрейма? Если, ну, вот как раз говорить о более мелких таймфреймах, это как раз подходит именно вот вам, для скальперов, которые хотят заработать здесь и сейчас на более мелких периодах, взять маленькое, так скажем, движение и заработать большое. Но на малых движениях лучше работать большими объемами, но это очень высокорискованные сделки. На самом деле здесь надо чувствовать рынок и, ну, смотреть в стакан. Это уже углубление. Вот. Дальше, как бы перед тем, как зайти вообще в сделку, нам надо определить именно максимум, минимум рынка. Это делается вот именно на дневном таймфрейме. Не рынка, а графика. График, то есть, извиняюсь. Именно для определения, то есть нам надо посмотреть и лучше, вернее, как бы более так бы сдалека посмотреть именно вообще всю картину, что происходит на рынке. И это лучше делать на дневном таймфрейме. Для уточнения как бы своей как бы логики сделки, то, чтобы понимать, как это все делать, надо уже как бы уходить именно более углубляться, то есть уменьшать таймфреймы. Вот. Так, сейчас секунду. Да, слегка. Так. Давайте лучше я сейчас сразу вот как бы Вот на примере смотрите, давайте покажу. рассмотрим пример, да, наверное? Да. Лучше на примере показать, чтобы как более понятно это все было. Вот здесь у нас евро-доллар. Для определения как бы общей картины, в каком диапазоне ходит рынок, я как раз-таки вот мы открыли дневной график, и здесь мы определяем именно диапазон цены, в каком диапазоне она ходит. В данном случае здесь диапазон вот находится на уровне 1.1434, даже чуть-чуть повыше. Чуть-чуть повыше, вот 14.49. Это самая наивысшая точка, то есть куда она ударялась и где, ну, так скажем, тоже в терминологии, это сопротивление. То, что не дает рынку уйти наверх. Вот. Самый минимум у нас находится
у нас был вот здесь самый минимум, поэтому Да. мы его отмечаем именно здесь. То есть для того, чтобы входить в сделки, мы определяем минимум и максимум. И от этого минимума и максимума мы работаем. Если, допустим, какой-то из максимумов пробивает, мы ждем реакции рынка. То есть, допустим, если пробил максимум и оттестировал его и уходит наверх, то значит, как бы тренд поменялся, мы идем наверх. С низом, с минимумом все то же самое, как бы. Но надо учитывать именно то, что на рынке также бывают обманки, их называют ложные пробои. Это, ну, на более трейдерском языке это вынос стопов. Вот. В данном случае это у нас вот этот участок. Возможно, здесь как бы произошла какая-то новость, но также это все вынесли стопы. Ну, если более как бы углубленно посмотрим. Вот. И далее цена пошла обратно вниз. Но мы видим то, что до конца она не дошла и пошла тестировать именно вот ту границу, где наибольшее как бы прикосновений было у рынка. Потому что здесь было очень как бы, ну, само движение пошло именно вот с этой части. Это у нас получается в марте. Поясню вот этот вот момент. То есть, по словам Альберта, можно было понять то, что мы будем сидеть без сделки, пока вот там что-то не произойдет. Нет, на самом деле нет. Все гораздо проще. Мы переходим на меньший таймфрейм и начинаем торговать внутри дня. Определяем по часовику уже, допустим, эти же минимумы и максимумы, которые у нас были, только уже в часовом графике. И работаем от них. Вот. Но он все верно сказал, как бы сидеть мы не будем и смотреть. Это для позиционной торговли, я как бы сейчас объяснял на самом деле. Вот. Для торговли, именно уже постоянной торговли, если человек хочет сидеть постоянно и торговать около компьютера, понятное дело, он не будет сидеть и смотреть на дневку, когда там на следующий день подойдет цена куда-то, а еще куда-то. Он будет переходить на более низкий таймфрейм и уже будет смотреть реакцию цены внутри дня. И это как раз-таки уже внутридневная торговля называется, так скажем. Когда человек сидит… Да, ну, более иностранное слово, интрадей. И здесь уже можно определить, то есть максимум рынка уже именно внутри дня на часовом таймфрейме. Здесь мы видим то, что в прошлом, будем называть это прошлое, потому что это как бы исторические данные все равно, да? Вот. И здесь мы уже определяем наивысшую точку, где цена ударялась опять-таки еще больше. Возьмем участок, то, что, ну, просто образно возьмем то, что этой части у нас нет. У нас здесь, да? Допустим. Да, здесь у нас нету. И цена у нас, вот дальше, если чуть-чуть еще, чуть-чуть дальше, вот, нет, сюда, вот, еще. Мы здесь определили, например, максимум. Поставили, так скажем, линию. Ну, то есть графическую линию, можно нарисовать. Вот. И уже смотрим, как рынок идет на часовом. Ну, можем перейти на более, как бы, меньший таймфрейм. То есть тут как бы движение постоянное происходит. Рынок, ну, как бы он постоянно в движении, и всегда, ну, нельзя предугадать, что произойдет. Но главное очертить именно максимум, минимум и смотреть, какая реакция будет рынка на минимум, либо на максимум. Далее рынок идет у нас как бы чуть-чуть оживился, так скажем. Та линия, которую мы провели, именно максимум, цена подошла к ней и начала просто отторгаться. Ну, то есть идет отторжение, сопротивление работает. Здесь мы уже начинаем как бы входить в более глубоко, и то есть уже на более мелкий таймфрейм, 15-минутный. И там уже как раз-таки видна логика нашей сделки. То есть мы понимаем, то, что здесь уже идет как бы, уже можно входить в сделку, уже понимать. Стоп, так То скажем. есть для нас это какой-то сигнал. И также как бы вот скажу, то, что все стопы у нас выставляются либо за минимум, либо за максимум. Тем самым как бы обезопасив сделку, то, что маловероятно уже то, что сейчас пробьет максимум, потому что мы видим то, что у нас там покупатель ослаб, объемы упали. Все, не идет рынок наверх, все, значит, это сделка, как бы, и дальше переставляем уже в безубыток. Вот. Как только цена пошла вниз, мы стоп переставляем ниже нашего ордера. И, соответственно, мы обезопасиваем свою как бы сделку тем, то, что даже если рынок пойдет опять наверх и снимет наш стоп-лосс, мы возьмем именно ту маленькую часть, которую мы заслуживаем. То есть за то, что мы правильно определили тенденцию рынка. Вот. Скажу одно, трейдер всегда торгует как бы вероятность того, что цена пойдет вниз, либо наверх. Да, у него есть свой анализ какой-то, но все равно рынок — это непредсказуемая вещь, и поэтому торгуется как бы вероятность. Вот. Но также рынок фрактален, он всегда повторяет одни и те же движения. Это очень важно как бы
вещи. Так, ну, в принципе, вот это мы разобрали, первую часть, да? Может, у кого-то какие-то вопросы есть? Какой у нас активный участник. Это хорошо. Альберт, спрятались вы, да. Ты выйдешь. Скажите, пожалуйста, какие анализы вы лично используете? Ну, то есть, какую методику используете при работе? Я работаю именно от областей поддержки сопротивления. Также я добавляю туда волновой анализ Эллиота. Это как бы технический больше анализ. И ВСА, если как бы, ну, побарный анализ, если вам как бы это что-то даст, вот еще как бы вот эта аналитика входит именно в мой анализ рынка. Вот. Самое важное — это в начале дня просто определить именно максимум, минимум, именно поддержку сопротивления. А дальше уже внутри дня смотреть именно паттерны, которые как бы непосредственно были созданы теми людьми, которые изначально как бы начали понимать рынок и начали зарабатывать на нем, и начали передавать свою информацию. Да, как бы техники меняются, ее приходится подстраивать под себя, потому что рынок всегда как бы, ну, рынок меняется, рынок постоянно меняется, и паттерны также меняются. Я правильно понимаю, вы используете технический анализ или какой-то у вас еще есть новостной фон? То есть Новостной фон есть, но это самые важные новости, которые вообще непосредственно происходят на рынке. Это определенные как бы новости, которые, то есть первая пятница месяца, заседание ФОМС по монетарной политике. То есть там очень много как бы есть важных новостей, которые непосредственно сразу перед анализом они заходят вот именно в новостной календарь и просматриваются, есть ли такая новость и важна ли она вообще для того рынка, на котором я торгую. Но Спасибо. на самом деле я могу сказать, вот еще дополнить, да, на новостях, на фундаментальный анализ мы не используем и не торгуем на новостях. По одной простой причине, потому что неизвестно, как на эту новость отреагирует рынок. Поэтому мы просто отслеживаем, как бы следим, смотрим ежедневно, то есть открываем, вот, допустим, экономический календарь и начинаем смотреть, где какие новости, во сколько выходят. И к этому времени мы стараемся как бы не входить в сделки, либо закрывать уже позиции, которые есть, если эти новости очень важны. То есть, допустим, вот определение там 2 быка, ну, средняя волатильность рынка там. Есть новости, которые там, сегодня их нет. Сегодня особо важных новостей нет, если вы не Да, торгуете поэтому можно спокойно репиком. торговать. Да. Вот. Завтра у нас, я знаю то, что, 5. Вот. вот, Да. допустим, вот есть Это заседание. экономические прогнозы, ФОМС, заседание ФОМС и решение по процентной ставке. На таких новостях мы просто-напросто не торгуем. Потому что неизвестно, уменьшат они ее там, либо увеличат. От этого как-то рынок начнет двигаться в какую-то сторону, и предугадать это невозможно. Ну и также запас сырой. Но запас сырой нефти это в основном влияет как бы на саму торговлю нефти. Спасибо. Один вопрос такой вот. По событиям выходных дней этих, все об этом знаете, обоим вам. По Саудовской Аравии? Да, Саудовская Аравия? Да. Форс-мажор, вот, который произошел в эти выходные, каким-то образом повлияет на вашу стратегию или вообще на вход-выход? Вот сейчас объясню. У нас просто партнеры то же самое спрашивали. Вот, объясню одно. Смотрите, все наши позиционные сделки, они давным-давно уже далеко от минимума. И в любом случае мы уже поставили take profit в такой степени, то что мы будем в плюсе по позиционной торговле. По интрадею нам без разницы, какая цена на бумагу. Вот сейчас нефть может там 150 стать, 200. Мне будет по барабану сколько заходить. Это просто увеличится гособеспечение покупателя и продавца. Ну, то есть вы моментально адаптируетесь к этим? Да, конечно. Торговый момент. То есть торговый день один закончен. Во время китайской, там, азиатской сессии цена может там скакнуть наверх очень сильно. Нам будет без разницы. Откроется рынок, мы определим для себя минимум и максимум и будем работать в этом диапазоне. Вот и все. То есть от точки минимума до максимума. А то, что произошло на выходных, это как бы форс-мажор такой, то есть его нельзя было предугадать. Но произошел такой странный случай, как бы он раз в несколько лет, наверное, происходит, то, что биржа Саудовской Аравии открылась даже в воскресенье. Вы не поверите, не на долгое время. Скорее всего, но мы-то этого не знаем, как мы инсайдерскую информацию не получаем. Если бы получали, были бы уже миллиардерами. И мы здесь не стояли бы. С уверенностью могу сказать. Я бы построил еще одну башню. Маленькая есть.
Смотрите, ребят, вот вопрос такой у меня. Ну, все понятно. У нас есть фундаментальный анализ, да, технический, но самый главный у нас анализ это все-таки психологический, да, то есть. Вот, это хорошо. вот- Это вот вот вторая сейчас- часть. вторая часть, да? как раз-таки, да, Потому что нашего я очень выступления. хочу вот это все раскрыть. Это чтобы психология. это, ну, Я понимаю. мою мысль просто взяли и ответили на нее. Вот мы очень ответим, важно. не переживайте. Вторая часть как раз-таки относится к психологии. Сейчас вот мы закончим с первой частью, да? Чуть-чуть выдохнем И начнем дальше. и потом, начнем. и потом я задам этот вопрос. Сейчас вот- Вы не зададите этот вопрос по одной простой причине, потому что мы вам поставим презентацию, слайды, и вы это поймете сразу же. Что такое психология, как с этим работать? Вы сказали, что есть такое понятие, как внутренняя кухня брокера. Мгм. Можно чуть-чуть поподробнее? И какие на сегодняшний день, на ваш взгляд, брокеры, они являются наиболее прозрачными? В плане прозрачной, в плане безопасной для торговли. Для себя мы выявили несколько как бы Форекс бирж. Но самое основное это IC Market. Мы до сих пор ей доверяем, потому что и как бы общение постоянно у нас происходит в техподдержке. По одной простой причине, потому что она зарекомендовала себя очень-очень-очень как безопасный как бы Форекс брокер. Вот. Также еще есть одна брокерская компания, которая она тоже зарегистрирована не в офшоре. У нее очень хорошие узкие спреды. Ну, спред, как бы вы поняли, да, что это такое, это разница между ценой. То есть трейдеру очень важен спред. Вот. И, Форекс трейдеру. да, Форекс трейдеру. Понятное дело. Вот, и как бы я пока называть именно этого брокера не хочу, потому что еще не проверили до конца. То есть мы еще не до конца полностью просмотрели вообще все фишки. То есть мы тестируем. И перед тем, как выбрать брокера, мы тестируем его на демо-счете. Понятно то, что на демо-счете тоже можно выявить именно рисовку графика. То Это есть по очень легко. Форексу у нас на данный момент только один проверенный и надежный брокер – это IC Market. Что же касается московской биржи, но открытие. Я с ними работаю уже 6 лет. Я ни разу не видел, чтобы у них там какие-то там свечи с выносами были, либо еще что-то такое независящее как бы от рынка, да? Разности там в котировках поставки. Не расширяют спреды. Не расширяют спреды, ну их там просто нет. Дальше в плане комиссии они тоже, ну то есть берут минимальную комиссию. Это что касается московской биржи. Что касается чикагской биржи, есть 3 претендента, с которыми мы работаем. Это AMP Clearing, Interactive Broker и Saxo Bank. То есть они себя зарекомендовали очень-очень хорошо. Я с ними работаю уже тоже очень много лет. И поэтому знаю то, что вот они точно не кухня. И точно не будет никаких выносов там моих стопов, либо еще что-то. Спасибо. Еще один момент уточню. Вы можете сказать еще раз, конкретно, если валютный рынок, то по каким парам торгуете? Это евро-доллар только, например, или еще какие-то пары? Да, есть еще несколько пар. Ну, это по Форексу, я так понимаю, вопрос мне. Да, Если по валютным как бы парам, то самые оптимальные, самые волатильные это фунт-доллар, евро-доллар. Что конкретно мы торгуем? Да, какие пары? Фунт-доллар, евро-доллар и металлы, золото. А на фондовом рынке, Эдвард? На фондовом рынке у нас то есть несколько сидит трейдеров. Один там торгует чисто РТС, другой торгует чисто пару доллар-рубль, сишку. Я торгую нефть и фьючерс на РТС. Вот. Это все, что торгуется у нас на московской бирже. Всё, спасибо. На чикагской бирже у нас торгуется только канадская нефть. Во все остальное мы не лезем, но потому что очень мало специалистов, которые могут работать на чикагской бирже и понимают это. Вот. А я для себя выявил то, что, вот, допустим, мне канадская нефть очень близка, и я ее понимаю, и поэтому торгую только ее. Ну, для тех трейдеров, которые чуть-чуть торговали, это VTI нефть. SL. Ну, это котировка там такая. Это тикер. Ну, тикер. Я просто не хочу захламлять, так скажем, разум людей, которые сюда пришли.